В Коми необходимо развивать вторичную переработку отходов, строить полигоны ТБО и заниматься экологическим воспитанием населения. К такому выводу пришли участники круглого стола, приуроченного к Году экологической культуры и охране окружающей среды в России. Общественники и чиновники республики обсудили самые проблемные вопросы отрасли и обменялись предложениями по их решению. Евгений Ракин подробнее. С каждым годом в Коми все больше нелегальных свалок, имеющиеся полигоны переполнены и не соответствуют нормативным требованиям. При этом строительство новых – удовольствие слишком дорогое и для многих муниципалитетов неподъемное. Насколько мне известно, из всех муниципалитетов у нас соответствует полигон всем абсолютно стандартам, это в Уктыльском районе. Во всех остальных районах либо полигона просто нет, либо он не соответствует никаким нормам, правилам и требованиям. Вторая проблема – загрязнение атмосферы. Наиболее высокий уровень загазованности воздуха специалисты отмечают в Сыктывкаре и Воркуте. Как следствие, доля аллергических и онкозаболеваний среди детей и подростков в этих городах увеличилась. Особенно в крупных городах последние буквально 2 года она очень остро стоит. Только с 2010 года загрязнение от стационарных источников в крупных городах выросло на 25%. Если сюда прибавить еще передвижные источники и постоянно увеличивающееся количество автотранспорта, то мы имеем то, что имеем сегодня. Между тем, общественники настаивают, Сыктывкар хоть и предстает в глазах туристов зеленым городом, все-таки нуждается в дополнительном озеленении. И вырубка тополей в этой связи вряд ли улучшит экологическую ситуацию в столице, на что муниципальные чиновники обещают компенсировать спиленные деревья молодняком. Позапрошлом году, в 2011 у нас было высажено порядка 4500 саженцев. В прошлом году порядка 1000 саженцев. И в этом году эти работы также будут продолжены, то есть на месте вырубленных деревьев будут посажены новые саженцы, уже адаптированные к тем условиям, которые сложились, допустим, на автомагистралях. Озаботились столичные власти и проблемой свалок. К 2015-му под поселком Мандач будет построен новый межмуниципальный полигон для потребителей Сыктывкара и Сыктывдинского района. Нынешние свалки в Дырной-Сиежве планируется рекультивировать. Кроме того, уже в этом году в некоторых районах города появятся спецконтейнеры для ртуть-содержащих отходов. И это только первый шаг к так называемому раздельному сбору мусора. У нас население несколько замороженное. То есть, несмотря на то, что они прекрасно знают, какие у нас есть проблемы, там, свалка в соседнем дворе, или кто-то сливает канализационные стоки в лесу, они об этом говорят, но конкретно зафиксировать, рассказать, написать заявление, дальше комментариев дело не идет. В рамках акции «Вторая жизнь» экологи Коми приобщают население к сбору макулатуры. Проект уже поддержали муниципальные учреждения и некоторые коммерческие. В планах общественников заняться мусором из пластика. Собранные отходы отправляют на вторичную переработку. К слову, в республике всего 2 предприятия, которые выпускают продукцию из вторсырья. Хотя перспективы намного шире, особенно в промышленных отраслях. В угольной отрасли это эффективное использование шахтного метана, а также все-таки начало такой системной переработки отходов угольного производства, то есть после обогащения эти угольные шламы. Если говорить о нефтегазовом комплексе, то здесь необходимо обратить внимание на утилизацию попутного нефтяного газа, и также на переработку нефтешламов. В заключение участники круглого стола обсудили доклад о состоянии окружающей среды. Этот документ составляется ежегодно. В 2012-м вышел юбилейный 20-й выпуск. По мнению экспертов, многие проблемы из года в год не меняются, а потому предприятиям и чиновникам не мешало бы более подробно изучить его и сделать давно назревшие выводы. Евгений Ракин, Василий Янин, телеканал Юрган.